Несколько лет назад МУП «Зеленое хозяйство» при администрации города Сухум провело полную инвентаризацию зеленых насаждений столицы. Был составлен титульный список растений, проведен учет деревьев, кустарников в парковых зонах, а это без малого 85 тысяч квадратных метров. Зеленые растения – это не только внешний вид нашего города, но это шумо- и ветрозащитный барьер. И чем здоровее и пышнее природные фильтры, тем чище кислород. Поэтому деревьев в городе должно быть много, и они должны быть ухоженные. В связи с этим проводятся сезонные обрезки. Каждые 2-5 лет глубокие, омолаживающие обрезки. А деревья, представляющие опасность, вырубаются. И так в каждом городе, в том числе и в Сухуме. Если, значит, не делать своевременно омолаживающую обрезку, то, наверное, вы все замечали, оно начинает суховершинить. То есть вершины, ветки, они сухие становятся. То есть не хватает питания, и дереву как бы тоже, знаете, некомфортно. Потому что дерево – это такой же живой организм, которому нужно и питание, и оно должно расти в нормальных как бы условиях. Это одна сторона медали. Другая сторона – то, что у нас, когда разрастается дерево в условиях города, это тоже недопустимо, оно ветроломно. При каких-то стихийных погодных условиях, при сильных ливнях и ветре, значит, оно может принести большой вред. Каждое дерево защищено законом. Без официального разрешения экологов работы по вырубке или обрезке растений не проводятся. Нередки случаи, когда жители сами просят разрешения у экологов на вырубку. Если кто-то незаконно срезал, то есть самовольно порубка, и мы получаем об этом информацию, или наши экологи об этом узнали, немедленно выезжает туда инспектор-эколог, составляет акт, люди штрафуются, люди оплачивают за содеянное административное взыскание. Если же люди к нам обращаются, мы обязаны пойти исследовать и дать заключение. Оно будет отрицательное или положительное, но заключение все равно дается по такому письму. У нас в год бывает более 100 таких заявлений с просьбой о ликвидации или обрезке деревьев. И не всегда мы даем это разрешение. Схема такая: без нашего заключения контора зеленого хозяйства не будет проводить никакие работы. Они требуют от всех, кто приходит, вот такое заключение. В 2015 году по проспекту Аяйра в Сухуме была проведена глубокая омолаживающая обрезка деревьев, что вызвало волну негодования у жителей столицы из-за временного, неэстетического вида центральной улицы. Но спустя несколько месяцев деревья обросли здоровой листвой. Образовалась пышная круглая крона, что не может не радовать. В этом году плановая глубокая обрезка предстоит и бальзамическим лаврам по улицам Лакоба и Ардзенба. Точную цифру вот сейчас, там до 30 растений обследовано. На какой-то даны разрешения, на какой-то пока еще идут работы. Не просто так проводится заключение. Дерево обследуется, фотографируется, заносится в рабочий блокнот нашего эколога, эксперта-эколога. Потом идет обсуждение здесь, упадет оно, не упадет оно, насколько оно живое, на 50%, заражены ли растения какими-то вредителями. И после этого выносится такое решение. Хвойные деревья в основном, если они утратили свой эстетический вид, мы даем на порубку. Я уже говорил о том, что когда эти деревья были высажены, рядом не были никакие объекты. То есть ни остановки не были, не проводились никакие линии электропередач, ни линии связи, ни трубопроводы, ни тротуары. А сегодня деревья, там, где эти деревья растут, там возникли остановки, какие-то социальные объекты, там прошли водопроводные трубы, там прошли линии электропередач. И сажать на том же месте нет смысла. И сейчас вот к нам обратилась контора зеленого хозяйства с просьбой дать заключение на 75 деревьев, по памяти говорю вам, 75 деревьев по улице Ардзен. Это вот камфорные лавры, что стоят, они разрослись, нависли над линиями электропередач. Где-то ветки легли на крыши домов, забивают их стоки.
граждане обращаются, и власти города тоже обращаются. Вот наши экологи работают сегодня. Там будет проведена глубокая обрезка этих деревьев. Как говорят специалисты, взамен вырубленных деревьев высадки новых пока не производится. На сегодняшний день остро стоит проблема питомника по выращиванию растений. И это вопрос, который требует решения в ближайшем будущем.